Новые формы регулирования перевозок пассажиров и как транспортники будут выстраивать совместную работу с нового десятилетия. Эти вопросы обсуждаются на встрече Ространснадзора с компаниями пассажирских перевозок. Лишний раз проверять вас никто не будет. Мы в рамках рейдовых мероприятий будем выезжать. Остановили машину, посмотрели, путевой лист оформлен правильно? Правильно. Машина прошла технический осмотр перед выездом? Прошла. Водитель прошел освидетельствование? Прошел. Укомплектованная машина, технически исправна, все. Спасибо большое, что работаете на маршруте. Счастливой вам дороги. На публичном обсуждении правоприменительной практики участие принимают представители Ространснадзора по СКФО, Минтранса, ГИБДД, индивидуальные предприниматели и транспортные компании. По словам Дмитрия Кравцова, требования к пассажирским перевозкам с начала года ужесточились. Особый акцент делается на лицензии и критериях риска. Увидели нарушение, раз выявили, второй раз выявили, третий раз. Я тогда получаю информацию своего руководителя. Дмитрий, на этом предприятии есть нарушение. Обращаемся в прокуратуру, просим разрешить внеплановую проверку. Заходим, смотрим, ну, допустим, нету специалиста, который знает, как организовывать работу в рамках безопасности дорожного движения, или какие-то мероприятия, или неаттестованный механик, он не знает, как выпускать машину. Тогда мы уже к вам относимся более серьезно и говорим, что критерии риска надо поднимать. В рамках встречи подводят итоги правоприменительной практики в контрольно-надзорной деятельности. Иса Гиреев в своем докладе обозначил степень соблюдения обязательных требований. Так, за прошедший год 273 перевозчиков пассажиров и транспортные компании были привлечены к административной ответственности. 35 неплановых проверок. При этом выявлено 255 нарушений, при плановых проверках 177, неплановых 75. Наша цель не остановить транспорт, а улучшить его, заявляют представители Ространснадзора. Но пытаясь предотвратить сокращение перевозок, не можем пренебрегать безопасностью пассажиров. Призывают предпринимателей не нарушать лицензионные права, вовремя обслуживать автопарк. Больше всего под риск лицензию ставит ДТП. Отсутствие тахографа нередко становится причиной таких происшествий, когда уставший от переработки водитель плохо ориентируется на дороге. Все автотранспортные средства, которые принадлежат там, особенно Ингуш-Автотранс, они в основном у нас осуществляют вот эти межрегиональные перевозки. На них вот выезжают, там составляют материалы и сюда поступают, потому что выявляются вот эти нарушения. Не представление, казалось бы, информации о страховщике и договор страхования. Также на встрече упоминают программу доступной среды и считают необходимым весь транспорт адаптировать к удобствам для лиц с ограниченными возможностями, чтобы передвижение на территории региона было максимально удобным. Наболевшими вопросами и проблемами в сфере перевозки пассажиров делятся и сами водители. Понимают, что транспорт необходимо своевременно обслуживать для безопасности людей. Однако старые автобусы часто ломаются, и на их ремонт приходится много тратиться. Нету системы обслуживания, нету, соответственно, программы для того, чтобы получить лизинг. И ни один перевозчик не может получить лизинг, по лизинговой программе получить машину, новый транспорт. То бишь, получается, старый транспорт у нас обслуживание обходится очень дорого. Несмотря на отсутствие представителей Минобра, на встрече не остались без внимания и проблемы школьного автотранспорта. Как заявляют члены Ассоциации перевозчиков Ингушетии, водителей, желающих работать с детьми, становится все меньше. Много ответственности и не меньше штрафных санкций. Бюджеты школ не позволяют создать необходимые условия для водителей, а квалифицированные перевозчики не хотят работать за низкую плату. Мы, так скажем, перевозчики не можем помочь Министерству образования, они сами не могут обеспечить кабинетами, значит, делать метод обслуживания, надо получить лицензию. Это стоит деньги, это очень дорого. Школы подавно, они не смогут не то чтобы справиться, даже начать не смогут. Также отметили, что в мерах обеспечения безопасности есть высокий риск прогореть в своем деле. Объясняют, поток пассажиров в регионе маленький. А, к примеру, на приобретение того же тахографа уходит от 25 тысяч на старый и до 45 на новый. Конечно, многие из этих вопросов пока остаются без ответа и не решатся в рамках этой встречи. Но, как заявили представители Ространснадзора, она не станет последней. Публичные обсуждения с перевозчиками пассажиров и транспортными компаниями по поручению правительства
правительства России отныне будут проводиться чаще. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24.